Явления природы могут быть непредсказуемыми и опасными. В ночь с 1 на 2 мая на город Тхуарчал обрушился сильный ураган. За считанные минуты ветер нанес огромный ущерб. Снес крыши многоэтажек, повалил деревья, оборвал электрические провода. Кадры не передают всей мощи последствий урагана. Стихия бушевала с небывалой силой. Доски, куски кровельного железа рухнули прямо во дворы и на дорогу. Чудо, что никто не пострадал. На момент съемок спиливали поврежденные деревья и убирали остатки старой кровли. Разгул стихии напугал жителей города. Многие из них провели ночь на ногах, не смыкая глаз. Как будто крыша сворачивается, вот такое ощущение было, и она упала где-то, потому что скрежет металла был слышен и с одной стороны со двора, и с улицы. И я не поняла, что, думала, крышу сорвала. Потом этот звук не прекращался, и я уже нафантазировала себе, думала, здесь ближайший гараж во дворе, может его поднять. Такое ощущение было, что я думала, его гараж подняла и прибила к стенке угла дома. В 11 где-то это началось и где-то продолжалось час. Очень, сильно было, но слава богу, что быстро закончилось, нас пошло стороной. Крышу снесло и в частных домовладениях. Жители надеются, что им будет оказана необходимая помощь. В доме окна вылетели, боковые 5 окон. Там они старый образец был, но вчерашние стихи, которые ураган был, мы не смогли даже выйти из дома. Если вышли бы, эти стекла летали прямо на голову на нас. И так слышали голос, чтобы она ломается. И сидели с сыном, сидела вот так и напуганная была. Так очень думала, Богом молилась, клянусь, что быстро что остановился, наверное, 20 минут. И после 20 минут, правда, что это остановился. Это было. И я обратила, сейчас заявление оставила к этому старшему, к мэру города. Пострадавших участков несколько. Одно из деревьев рухнуло на лестницу, соединяющую две части города. Она построена в 1961 году и является кратчайшим пешеходным маршрутом между двумя районами. Ею активно пользуются жители для доступа к административным учреждениям, расположенным в верхней части города. Туристов привлекает ее необычный вид и большая протяженность. А любители активного образа жизни используют для занятий спортом. Еще одно дерево упало на забор памятника погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войны народа Абхазии. С ночи жители без электричества. Продавцы также беспокоятся о товаре, который может испортиться без света. Все в страхе находились. У меня, например, разорвало и окно, и дверь на балкон от такого сильного ветра. Так что... А вот здесь рядом, вот сзади, вот во дворе у нас. Потому что с этого дома сносила крышу и прямо ударялась об наш дом. У меня например, магазин, света нету, все тает, все портится. И я не знаю, что дальше будет у нас. С самого утра ведутся экстренные работы по ликвидации последствий ураганного ветра. Работы будут вестись круглосуточно. В них участвуют сотрудники УКС, МЧС, местных коммунальных служб. Размер ущерба пока неизвестен. Оценку проведут специалисты. Электроснабжение города частично восстановлено. В течение дня свет должны подать остальным жителям. Сейчас начинаются работы по демонтажу старой кровли, которая была полностью повреждена. Работы будут вестись, по сути, круглосуточно, чтобы не допустить дальнейшего ущерба. Во сколько это обойдется, какая оценка, сейчас специалисты будут обсчитывать это все. Конкретные задачи поставлены и поручения президентом даны и Управлению капитального строительства, Министерству по чрезвычайным ситуациям. В ликвидации, разумеется, участвуют и силы коммунальных хозяйств Тхуарчальского района. Очень рассчитываем на то, что мы в ближайшее время восстановим энергоснабжение полностью и дадим возможность жителям продолжать жить спокойно. Вот на сегодняшний день ситуация такая, поэтому о тех событиях, которые будут происходить далее, естественно, будем информировать. Все необходимые ресурсы, силы и средства для ликвидации последствий стихийных бедствий в республике есть, и они достаточны. По предварительной информации, в Тхуарчале ветер повалил около 30 деревьев. Пострадало 4 дома. Коммунальные службы пытаются оперативно покрыть пострадавшие от ветра дома. Спасатели разузнают, где какие проблемы. На месте работают и спасатели, и жилища, коммунальное хозяйство, работники. Уже ведутся работы по очистке города и
Сейчас срочным образом ищут возможность накрыть дома, потому что погода портится. Поэтому ведется работа. Из-за стихии 7 фидеров были отключены. На момент съемок было запущено уже 4 фидера. Здесь, наверное, правильно будет отметить, что мы сейчас работаем в основном по 6 киловатт. Это высокая линия. Есть у нас еще очень много вопросов, которые будут касаться по 0,4, имеется в виду по низкой стороне. Значит, главное, мы дойдем до каждого трансформатора и покажем то, что мы уже запустили их. Все остальное, я думаю, к позднему вечеру, если нам удастся сделать, то я буду считать, что мы сделали очень много. Для данной работы были привлечены технические средства Черноморэнерго. В лице генерального директора с самого начала была оказана техническая помощь. Занимаемся мы техникой и всем необходимым, потому что у нас сегодня поставлено. Плюс мы дополнительные силы привлекли со стороны наших населенных пунктов Кварчельского района. Электрики приехали сюда, это будет касаться Бедийской, Губедийской стороны, будет касаться Акармарской зоны. Значит, ребята все вместе занимаемся устранением вот этого тяжелого стихийного бедствия. Глава Тхуарчалского района Исидор Доча подчеркнул, что последствия стихии очень ощутимы. По предварительным оценкам, ущерб от урагана может достигать 100 миллионов рублей. Шасина Ханагуай, Налгвинже, Абхазское телевидение.